Таван Осхагал. Таван Осхагал. Ырывахательне булды радио тлегене мәрсемче ваш ейннасы радиовин тюре эфиринче шаксамантра Таван Осхагал каларым Серембейбе Сандр Ильдяре Сазасты Лада Данилова. Эпир шаккаларым рача ваш халыхин истории кунжулебе тада эткеребе тепленгана палажат бір. Шамбада паянда эпир шак ыр ялана малалладаса хамырын аваллыға тебір хүчен кайза келет бір паян берентимлі хрем. Пиде пілдерішлі балық семдесе калмала, адалши пылғар тапхаринжи, чывашне залезем, шеклене, хане еверлі, тень, ела ерге, палыке сем болса дуғашы, ебір теплен регінде. Аслы таяба тада тигаш, хулажы зіне тишкерсе дуғы бір, онды терлі балықпа палажы бір пере пулыжагане зем бара, чываш патшалы гуманитариослы езен институтжен, археология небе ерцы браган наука ищеня Александр Юрьевич Березин, тада шамбеке историослы езен кандидачы, чываш патшалы гуманитариослы езен институтжен, Асла наука ищеня историослы езен кандидача Наталья Степановна Березина. Добрый день. Добрый день. Добрый день. У нас сегодня невероятно сложная тема — культовые памятники булгарского периода на территории Чувашии. Мы знаем, что у нас не так много памятников периода Волжской Болгарии, поскольку территория этого государства была сосредоточена немного восточнее от нас. Однако у нас есть бесценные несколько памятников. Это городище Большая Тайба и Тигашевское городище. Вот культовые памятники традиционной веры X-XV века. В то время, как мы знаем, что в Волжской Болгарии как будто бы процветал ислам. И здесь вы говорите о других моментах, как кольцевых городищах, святилищах и строительных жертвах. Вы подготовили специальный доклад по этому поводу. Вот можете вкратце рассказать, о чем речь? Что это за памятники такие? Спасибо. Добрый день, уважаемые слушатели. Действительно, к Дню науки был подготовлен такой доклад, достаточно интересное исследование, и к этому докладу подвели наши археологические раскопки на городище в Большой Тайбе. Мы уже копаем там несколько лет 5, и до нас там тоже проводились исследования. В первую очередь в 1948 году это были раскопки Алексея Петровича Смирнова, где он в первую очередь уделил внимание самому памятнику, его датировке, его фортификационных сооружений, то есть оборонительных сооружений стен. И впоследствии там уже проводил раскопки молодой, на то время исследователь Герман Алексеевич Федоров-Давыдов. И он заложил раскоп таким образом, что он попал на очень интересный кольцевой ров. Он заложил буквально около 10 раскопов этого рва, выявил его кольцевую форму, и поскольку до того он проводил раскопки уже в Тигашево, это другой интересный памятник на территории Чувашии, где им были выявлены следы древнего святилища, и даже не одного, а целых 2. И такое же святилище он пытался найти уже в Большой Тайбе. Но, к сожалению, видимо, времени не хватило или еще что-то. Не удалось найти все то же самое, что было в Тигаш. Но про Тигаш я думаю, мы еще расскажем. И вот наши раскопки уже позднее, мы продолжили эти исследования и наткнулись также на этот ров, поняли, как он располагался на этом городище. И сделали вывод, что действительно Тигашево и Большая Тайба очень схожи в этом плане, и действительно там могло располагаться такое интересное святилище. И вот раскопки этого, будем говорить так, святилища, кольцевого рва, как раз и позволили нам перейти к теме более такой широкой изучения культовых памятников на территории Волжской Болгарии. Угу. То есть это культовые памятники, которые раскрывают доисламскую Волжскую Болгарию, если я правильно понимаю. То есть это памятники до официального принятия ислама, или которые функционировали одновременно с этим периодом истории? Ну, можно сказать, что действительно они функционировали одновременно. Дело в том, что и Тигашево, и Большая Тайба находятся на западной окраине Волжской Болгарии, достаточно далеко от центральных районов, где распространялся ислам. Это город Болгар, потом Беляр. И возможно, что в X-XI веке на этой территории еще процветала традиционная вера населения.
действительно, вот как раз мы уже говорим о Тигашево, когда там были проведены достаточно большие раскопки. Самое интересное, что Федор Давыдов, когда начал эти раскопки, он заложил первый, будем говорить так, шурф или раскоп в самом центре этого городища и наткнулся на интересный объект. Это был прямоугольной формы, значит, сначала пятно, потом это выявилось, что это большая глубокая яма глубиной чуть ли не 2 метра. И в этой яме был обнаружен столб достаточно большой, 80 сантиметров в диаметре, высотой 1,5 метра где-то. И он напоминал идола. И если бы не наткнулись на такой объект, наверное, раскопки больше не продолжались бы на этом памятнике, поскольку сам культурный слой небольшой, содержал керамику Волжской Болгарии, кости животных. Не особо, в общем-то, в принципе, интересно. А вот этот объект настолько, видимо, затронул этих исследователей, что они решили продолжить и следующий год раскопки, и потом еще через год были проведены раскопки, выкопана большая площадь, и выявлено очень интересное святилище. А можете о нем подробнее рассказать, что это за святилище и что там могло происходить? То есть мы можем предположить примерно, да, что могло бы быть, но хотелось бы узнать немножечко больше деталей, что это такое все-таки. Хорошо. Ну вот, раскопки выявили целую систему из траншей. Эти траншеи представляли собой чистокол. И вот когда на плане уже все это выявилось, нарисовалось, то стало понятно, что здесь располагался достаточно очень интересный объект. Это, значит, прямоугольной формы в виде ромба, будем говорить так, потому что сторонами света этот прямоугольник был по сторонам света распределен. И в юго-восточной части было даже целых 2 стены с воротами. И в восточном углу этого святилища располагался культовый комплекс в виде дома очень интересного, каркасно-столбовой конструкции. Там стояли столбы, около 6 штук, и были они скреплены каким-то образом, в общем-то, досками. А самое ценное, что в центре располагалось кострище. Внутри было забутовано все глиной, и на нем археологи обнаружили прокал, так называемое место, где когда-то горел очень долго костер. И впоследствии этот объект стали называть храмом огня или домом огня. И рядом с ним располагалась еще жертвенная яма, достаточно тоже глубокая, очень интересная, которая также стояла из большой прямоугольной ямы для заклания, видимо, животных, и рядом располагалась чашеобразная в виде чаши яма для принесения жертв. Вот таким образом мы смогли выявить достаточно большой комплекс жертвенный, который напрямую свидетельствует о том, что здесь было святилище. Вот. Также было выявлено несколько входов на это святилище. Был западный вход, был с севера и с юго-востока. Это тоже достаточно интересно и в какой-то степени стыкуется с теми кереметями, которые были уже позднее, где также традиционно располагались также в таком же порядке входы на это городище. Да. Удивительно. А вот, ладно, Таеба, ладно, Тигашево, а есть еще какие-нибудь аналоги, которые были не в городских крепостных центрах, а в каких-нибудь других местах, которые были бы аналогичны или хотя бы были похожи на них? Да, совершенно верно. Мы когда стали уже изучать подробнее кольцевые формы городищ, а таких действительно наблюдается достаточно много, и вот оказалось, что в агломерации города Беляра в окрестности располагается целых 4 таких святилища, и они сохранились достаточно хорошо. До сих пор видны валы, до сих пор видны рвы, и рвы располагаются внутри относительно валов. Такая форма или такая фортификация, она, конечно, не характерна для оборонительной функции и, скорее всего, несла сакрально-заградительную какую-то такую функцию. И поэтому мы смогли выявить или представить, что они служили, в общем-то, как святилища. И одно из них, кстати, располагается где-то в 3 километрах от Беляра, до сих пор является культовым памятником. Туда приходят и чуваши поклоняться, и татары, и даже русские, и башкиры приходят. Вы про Валим Хужа? Да, именно про него как раз я и говорю. Располагается на высокой горе, тоже кольцевой формы. Она совершенно аналогична и Большой Тайбе, и Тигашево, и другим, но только маленькое, к сожалению, но тем не менее оно имеет большое значение
в жизни людей до сих пор. И, скорее всего, в то же время в Волжской Болгарии оно было святилищем. Датируется 10-13 век. То есть мы сейчас можем напрямую говорить о том, что есть определенная преемственность между культовыми сооружениями волжско-болгарского периода и уже более поздние чувашские сооружения. Такая преемственность наблюдается, конечно же, но между 13 веком и вот 17 веком прошло достаточно много времени, это чуть ли не 300 лет минимум, но тем не менее люди, чуваши, будем говорить так, если на территории Чувашии, до сих пор приходят на эти места, поклоняются и приносят там жертвы, устраивают керемети точно в тех же местах, где располагались раньше культовые объекты Волжской Болгарии. Удивительно, удивительно. Ну, хорошо, по формам все стало действительно понятно. Вот хотелось бы про эти столбы все-таки больше узнать. Идолы, как вообще удалось сохраниться столбу так долго? У нас же нет такого слоя, который бы позволил сохраниться деревянным сооружением, а здесь, получается, все-таки следы остались. Совершенно верно, да. Тигашево уникальный памятник в этом плане, поскольку там не только сохранился идол, там сохранились даже следы плах, которые стояли в чистоколе, в оградах, вот в этих. Вот. А все дело в том, что там само городище располагается в низине. Там заболоченное место, сильно очень, и поэтому культурный слой там сохранился в мокром виде. А в мокром виде древесина, видимо, не разрушается, не разлагается, сохраняется веками. И когда Федор Давыдов действительно копал, то мы видим на фотографиях, на иллюстрациях, везде сохраняется дерево. И внутри валов, и во рвах, и, значит, в этих траншеях чистокольных. Все это прекрасно. И поэтому Федору Давыдову удалось выявить несколько этапов. А как он это сделал? Потому что, когда первое святилище разрушалось преднамеренно, все плахи, доски, все вытаскивались из траншей. А когда уже во время, когда они покинули это городище, то уже второе святилище, там все на месте осталось. И таким образом, когда все это перекрещивается, то можно проанализировать, где, значит, траншеи от первого этапа, где от второго этапа. И таким образом вот впервые удалось этапность проследить на этом городище и вообще на городищах Волжской Болгарии. Удивительно. На прошлых передачах у нас неоднократно звучала мысль, что волжско-болгарские города и крепости, они строились вокруг святилищ. То есть в данном случае мы действительно можем это говорить, что центр города – это святилище, да? Вот это нам удалось впервые показать и доказать, что действительно многие города, такие даже как Болгар, будем говорить, Большая Тайба в частности, возникали на месте каких-то таких центров святилищ. Но они были не совсем, видимо, святилищами, а были как бы религиозно-административными центрами. Сначала поселялось население в этой местности, было много селищ, были язычники, или вот придерживались традиционной веры, будем говорить так, люди, поскольку могильники древние, они, в общем-то, как раз именно с вещами, да, сохраняются. И мы знаем, что люди были традиционной веры. И уже когда было принято мусульманство, ислам в X веке, тем не менее, вот мы можем говорить о том, что некоторые центры, такие административно-религиозные, еще сохраняли традиционную веру. И действительно, нужно было как-то это население объединять между собой. И, видимо, как раз такие центры служили вот мощным объединительным таким центром для них. Но уже позднее, когда нужно было строить города, защищаться, городов же не было в Волжской Болгарии вначале. И, собственно говоря, и само мусульманство принималось с одной целью, чтобы можно было каким-то образом попросить денег у халифата для строительства подобных центров. И они просили даже строить. И даже была оказана какая-то помощь. Приезжали строители, помогали строить. Вот. И уже где-то с X века в центральной части Волжской Болгарии уже начали строиться настоящие города. А вот на периферии, видимо, где-то в середине только XI века или в конце даже, или где-то в начале XII века начали появляться первые крепости. Опять же, на тех местах, где были административно-религиозные центры созданы.
Надо еще добавить, наверное. Все-таки ислам был принят, и он проникал во все слои населения. Но была религиозная терпимость и толерантность, как бы мы современными словами сказали. И вот на Большетайбинском городище, вернее, предшественниками нашими, Василием Филипповичем Каховским, мы продолжили, изучали могильник, где прослеживаются мусульманские черты погребения. Вот. Хотя на самом городище Большая Тайба мы видим пестрый этнический состав населения, который сохраняет свои различия достаточно на протяженном времени. Но, видимо, присутствовали разные религиозные формы. То есть мы можем уверенно, в принципе, говорить о том, что существовал некий религиозный синкретизм, совмещающий в себе и традиционные черты традиционной религии волжских булгар, и, собственно говоря, какие-то особенности мусульманской религии. То есть мы не можем говорить об ортодоксальности этого ислама. Нет, конечно. А в культовых памятниках, например, получается, принятие ислама, наверное, все-таки процесс был долгий, принятие новой религии, это же не сиюминутное дело. А повлияло ли это как-то на святилища? Святилища были разрушены вместе с городом, или они были разрушены и засыпаны пораньше, нежели сам город был разрушен? Пришел к упадку. Это вопрос достаточно интересный. Действительно, наши преемники, когда изучали Тигашев, Большую Тайбу, они считали, что именно мусульманство повлияло на то, что святилища были разрушены, идол был свергнут. Как-то потом уже стали строиться уже укрепленные города. Но наши современные исследования не совсем стыкуются с этой теорией. Мы предполагаем, что святилища по какой-то другой причине изменялись, принимали другие формы. Уже строительство городов связано с какими-то процессами, которые происходили уже позднее. Например, когда строились укрепления, потому что нависала просто угроза нападения со стороны монгол. В частности, нужно было как-то защищаться, укрепляться. Но все происходило достаточно естественно. Хотя, конечно же, нужно еще думать и, в общем-то, на эту тему проводить исследования, как же все на самом деле все это происходило. Если считал, что Федор Давыдов, когда они раскопали этого идола, идола в Тигашево, то они увидели, как будто бы он был двухсоставной, то есть стоял из двух частей, и впоследствии этого идола, свергнули, то есть верхнюю часть убрали, нижнюю оставили, а потом просто засыпали мусором. То мы, проанализировав полностью старые раскопки, чертежи, планы, и осмотрев прежде всего самого идола, он сейчас в Национальном музее хранится. Да, мы увидели, что нет, все происходило не так. Он не был двухсоставным на самом деле. Это был цельный ствол большого достаточно дерева. Может быть, там даже был идол какой-то вырезанный, может быть, какой-то была лика. Но этого мы не можем сказать. Но мы можем сказать, что идол простоял достаточно долго. Естественным образом он потом, подгнил. Там даже поселились какие-то жуки, и мы все это исследовали. Эти жуки-дровосеки подъели это дерево как раз, и он таким образом сгнил и упал уже сам. Это уже мы смогли доказать. А самое интересное, что идол не был засыпан мусором, а он был засыпан продуктами кузнечного производства. То есть это не только шлаки, это прежде всего светильники, льячки со следами, железного шлака, бронзового шлака, это медные обрезки всевозможные, железные обрезки. И, возможно, как раз это все связано с тем, что идолу, поскольку он стоял в земле, то есть это были какие-то хтонические, в общем-то, культы, видимо, туда несли подношения в виде как раз продуктов кузнечного производства. Но надо добавить, что в древности кузнецы не были просто утилитарной профессией, а это были люди, фактически жрецы, которые умели управлять огнем и металлом. И для людей это было волшебство. И в русской традиции, во многих традициях кузнецы всегда владели тайными знаниями, которые делали их особой кастой общества. И поэтому эти изделия кузнечного ремесла, это действительно не просто в кавычках мусор, а это вполне реально могли быть подношения этому
идолу. Я сейчас увидел как будто бы две конкретные связи между чувашской традицией и вот как раз вот тем, что вы говорите. Упавший столб, который не убрали. Это очень похоже на керемите, где дерево падает и остается Нельзя его трогать. последнего, да? Да. И далее вот эти вот металлические как раз обрубки очень похожи на монеты, которые впоследствии, наверное, после того, как запретили кузнечным ремеслом заниматься, были также преподносились. Очень интересно. Итак, у нас время первой рекламной паузы, поэтому Эллада Данилова бери вас кадать, и бир Серембекский Дахтавдват Продакалыч вам малалахта запар. Таван Осхагал. Таван Осхагал. Муних Таван Марземи бир каларыма малалахта затпар, пирин Таван Осхагал каларым малала бырать, азылдерет бір пирин батраханарач ваш патшала гуманитариослых изен институчен ерцебракан наука счения археологии небе Березин Александр Юрьевич, тогда история слых изен кандидачем, чеваш патшала гуманитариослых изен институчен археологии небе шликен наука на аслы счения Наталья Степановна Березина, история слых изен кандидача. Паян и бир Палгардаб Харинджи, хайне еверле, ела ерге сооружение зене, Итак, мы остановились на удивительных моментах, которые бы никогда в жизни просто так не могли, наверное, узнать. Спасибо, что вы об этом рассказываете. Про культовые памятники того периода вот был очень интересный момент. Вы рассказали про храм огня, который условно так называется. Что это за кострище? Что там сжигали? Огонь во многих традиционных религиях занимал особое место. А поскольку мы знаем, что в чувашском языке, в чувашской культуре большой пласт иранский, да, мы знаем, что предки чувашей прошли через территории, и там влились в состав иранские племена определенные, как бы части культур, да, то среди исследователей, вот, например, Алексей Александрович Трофимов, он доктор наук, искусствовед, он напрямую говорил о зороастризме. Мы же, археологи, будем чуть осторожнее. Мы скажем, что, возможно, есть следы, но напрямую через археологические объекты это доказать очень сложно. Но мы видим огромный пласт, связанный с огнем, с культом огня, и в современной чувашской культуре, например, мы знаем, что нельзя в огонь бросать мусор, да? Огонь может обидеться и так далее. Много и поверий, поговорок с этим связано. Но пока вот напрямую доказать это на сегодняшнем уровне исследования невозможно. То есть определенный пласт культуры поклонение огню, он присутствует. Есть, да. Ну, насколько мне известно, вот подобно, допустим, земляные ворота, да, различные обряды прохождения через огонь характерны так или иначе всем тюркским народам, в том числе и казахам, например, и так далее. То есть здесь может быть как влияние иранских племен, учитывая, что аланы всегда были рядом с булгарами, также может быть и какой-то определенный, тенгрянский пласт. Ну, тут действительно пока сложно что-то об этом говорить. То есть кострища, что там сжигали? Вот хотелось бы об этом узнать. Какие следы? Это просто уголь и обожженные участки земли? Да нет, вероятнее всего там готовилась пища. Жертвенная Жертвенных пища. животных, вот эта божественная пища, она там готовилась. И там же найдены кости животных, в частности лошади, как раз в доме, в храме огня. Рядом с восточным углом уже второго святилища была найдена жертвенная лошадь. То есть это была шкура с костями ног, с черепом. Она, видимо, вывешивалась, скорее всего, на шесте или на каком-то дереве. И впоследствии уже была закопана рядом в жертвенную яму. Это опять очень по-традиционно чувашски. Да, я видел подобный верно, обряд да. в Альметьевском районе у некрещенных чувашей, правда, не с лошадью, а с быком. Они делают то же самое, вывешивают голову, ноги и шкуру. Да, совершенно верно. А вот такой же обряд был зафиксирован в Тигашево где-то в XII веке примерно. А вот, Тигашево, Большая Тайба, а есть какие-то подобные памятники еще на территории Чувашии вообще? Что-то похожее, не знаю, такого же древнего периода, может быть, не рядом с крепостью какой-нибудь, а просто вот там, где чуваши жили, например. Ну, вообще, знаете, поиском средневековых памятников занимались и наши предшественники. Василий Филиппович Каховский, он делал большие разведочные экспедиции. И мы тоже этим занимаемся. Но, как ни странно, как немного было экспедиций, но еще очень много скрыто в земле. Очень много памятников мы знаем по грабительским
следам. Вот, например, в интернете выкладывают, да. Видимо, где-то грабят памятники этого времени, мы видим находки, но мы просто физически не можем успеть за ними. И процесс открытия памятников, исследования памятников идет постоянно, каждый год. Но вот одно святилище мы все-таки изучали. Это Шенерпосинское святилище, находится недалеко от города Чебоксар. Да, но там... тоже вот по грабительским следам. Мы увидели, кто-то нам принес, показал, значит, фотографии находок в интернете. Фотографии уникальные. Мы их опубликовали даже в научной статье. Сами находки, конечно, ушли на черный рынок. Вот. Но мы нашли это святилище, нам местные жители помогли. И в результате это оказалось очень крупный по площади памятник, на котором встречаются находки, начиная с 9-10 веков, 14 век, 17 век, и последние находки середины 20-го датируются. И более того, в архивах историки нашли сведения в фондах Николая Васильевича Никольского, когда житель деревни Шенерпоси в 1905 году рассказывает про это святилище. Он пишет, что там жили маджавары, то есть служители культа этого святилища, что он был очень уважаемый, что он ездил в Казань, общался с казанскими практиками. У него были сыновья, и они похоронены там. И он, и его сыновья. Он пишет, что Кереметь вот в 1905 году ушел оттуда. Вот. Но все же мы видели следы, видимо, последние какие-то молитвы. Но мы так предполагаем, в период Великой Отечественной войны там происходили, видимо, моления были. На самом памятнике огромное количество объектов. Там есть курганообразные насыпи до 1,5 метра высотой, в диаметре несколько метров, около 10. Это сложно посчитать, потому что все они в таком в руинированном состоянии находятся. Эти курганообразные насыпи сложены из сжёных костей жертвенных животных. Боже мой. Представляете, сколько это... Сотен лет. Да. А рядом мы нашли кострища. Вот реально огромные кострища с мощным прокалом. Видимо, вот эти жертвенные животные там приносились, сжигались, потом эти места кострищ подчищались, мы видели, и складывались в эти курганы. Потом на этом святилище есть каменные стеллы, которые до сих пор видны. Есть какие-то прямоугольные сооружения с рвами, земляные насыпи. Это просто уникальный памятник. И таких памятников мы знаем несколько крупных святилищ на территории республики. Если предположить, что этот памятник действовал непрерывно, то тогда надо допустить, что он существовал 1000 лет. Возможно, с перерывами в 100 лет, 200, да, но тем не менее это не умаляет значение этого святилища. То есть он не был забыт в любом случае самим народом. Да. Удивительно. У нас совсем мало времени осталось, поэтому давайте уделим немножечко внимания строительным жертвам. Про строительные жертвы мы так или иначе слышали, когда ставят дом, там и прочее. Да, особенно на месте сгоревшего дома, если дом возводят, то у нас там обязательно черного петуха надо закласть и так далее. Что за строительные жертвы и как они связаны с булгарским периодом? Спасибо. Действительно, в литературе есть достаточно много сведений, но они не были объединены в одно. То, что и в Волжскую Болгарию, и в Золотую Орду, в городе Болгаре, оказывается, очень часто приносились строительные жертвы. Они были обнаружены в домах, обычно у какого-то угла или стенки. И не все исследователи, конечно, это замечали, но, тем не менее, просматривая литературу, мы смогли объединить и собрать достаточно много таких фактов в одну такую большую таблицу, где стало очевидно и ясно, что строительные жертвы достаточно часто были использованы в самом городе Болгаре. И больше всего оказалось таких жертв именно в золотоордынский период, самое удивительное, когда, казалось бы, мусульманство должно быть уже поголовно распространено, и в частности в самом Болгаре, поскольку сам Болгар был в какое-то время даже столицей Золотой Орды. Это достаточно оказалось интересно, и таким образом мы смогли проследить
то, что традиционная вера еще была сильна в тот период, даже в крупных городах. И действительно, когда стали изучать литературу, оказалось, что такая картина прослеживалась во многих городах, не только в Болгарии, но и в Белиаре, в частности, и в городе Азак, то есть нынешний Азов город, где, казалось бы, должно быть сильно мусульманство, но, тем не менее, археологи там провели много исследований, и оказалось, что традиционная вера там была очень сильна и не преследовалась никаким образом, и христианская вера была там очень достаточно сильной. И из-за чего впоследствии, уже при походе Тимура на земли Золотой Орды, он в основном проводил такие чистки, как бы такая была борьба за мусульманскую веру. И Азак город очень сильно пострадал, там было вырезано почти половина населения. И Болгар, и Волжское, в общем-то, по Волжье все было, и в частности сам город Болгар также сильно пострадали. Об этом много источников достаточно. Какие жертвы были? Что за животные? Жертвы? Да. Вот самое интересное, что строительные жертвы могут быть разные. Они есть и, значит, в древнерусских городах среди славян, есть и вот среди болгар, значит, в Волжской Болгарии, но немножечко разные. Если славяне в основном использовали все-таки коней, и в частности использовались части, это в основном черепа лошадей, то в Волжской Болгарии чаще всего использовались черепа собак. Иногда была использована одна голова, иногда две головы, будем говорить так, в качестве строительных жертв. Тут пока мы не можем точно проследить. На Большой Тайбе тоже строители. На Большой Тайбе также использовались, видимо, головы собак. Часто мы находим только черепа. Вот. Обычно они, видимо, клались в ров или же внутрь вала. То есть это были какие-то такие закладные, действительно строительные обереги, которые должны были защитить строительные сооружения и, в частности, вот дома жителей. У меня немного мурашки от ваших слов, потому что, занимаясь традиционным фольклором, ну, то есть различными текстами, в том числе текстами периода Золотой Орды Казанского ханства и более позднего времени, то очень часто в текстах говорится про строительные жертвы собак. То есть в традиционном фольклоре, что именно собака. Даже при основании Казани как будто бы был заложен легенда пес. Есть такая, Есть такая. Что действительно, когда строили город Казань, и нужно было возвести стены этого города, то требовалась строительная жертва, да, и поскольку строительные жертвы на самом деле изначально это человеческие жертвы на самом-то деле, а потом уже животных стали как заменителями использовать, то ждали первого встречного человека, а тут оказался сын хана. Тут они растерялись, думали, что делать, и тогда принесли в жертву собаку и захоронили под этот вал собаку. Удивительно. Да. Удивительно. Огромное вам спасибо за такой детальный экскурс в булгарский культовый период, наверное, можно сказать, я не знаю. Потому что, когда мы говорим о Волжской Болгарии, мы достаточно часто, наверное, не замечаем подобных моментов. И, информации об этом тоже было достаточно мало, ведь Волжская Болгария — это прежде всего ассоциация с исламом и чувашским языком. А тут совершенно другой пласт параллелей, который еще, видимо, стоит детального изучения, еще дальнейших исследований. Просто огромное вам спасибо, что вы нашли время и пришли нам об этом рассказать. Я думаю, наши зрители и слушатели сегодня просто в полном восторге. Спасибо вам большое. Тваны Марзем Тебр учения Зельгерзе Хварат Парпирым Батра, Чеваш Патшал Гуманитариус Лохизень Институчень Археология Небеслицы Бараган Наука Исчения Александр Юрьевич Березин Бульджа Тада Шаван Бегей, Чеваш Патшал Гуманитариус Лохизень Институчень Археология Небеслицы Бараган Наука Насла Исчения История Лохизень Кандидача Наталья Степановна Березина Бульджич и Берзерембе Хамаран Незельзень. Авалхич ваш сень атлыши Болгарзень, хулы зенже, яли зенже, Англо Сарловна, ела ергебалыги земперги, тепленрех пельме бултардамыр. Еплерех выземыл машна вагатырни жемень, еплерех еброзне пан ебунчень, упразах варма бултарна. Жампада кумберги пельмелех, купирень, эткер, пирень история. Эфирда депредель булачень, серембе без Андрельдиари бултам, сазастыла Данилова, Чебер. Таван Осхагал. Таван Осхагал.